Эфир нашей программы продолжит рубрика «Мы помним». Она посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы расскажем о танковой колонне «Советская Якутия». Осень 1941 года. Великая Отечественная война только началась, и жители нашей страны не только сражались. Все возможное для победы они делали и в тылу. В тот год был объявлен сбор средств в помощь фронту боевой техникой. Люди собирали деньги на строительство танков и самолетов. И якутяне тоже не остались в стороне. В ноябре 1941-го коллектив Ленского речного пароходства обратился к трудящимся Якутии с призывом начать сбор денег на строительство танковой колонны. Инициатива нашла широкий отклик, и уже в январе 1943 года для создания первой танковой колонны «Советская Якутия» поступило 5 миллионов рублей. Люди давали на строительство танка последние копейки, деньги, потому что желание было огромное, патриотическое, значит, быстро разгромить фашистскую Германию, чтобы родные вернулись, отцы и дети домой. Вот в этом плане наши предки, отцы, дедушки не жалели денег. В последующем танки передали войскам Первого Украинского фронта. Примечательно, что в январе 1943 года Совнаркому Якутской ССР пришла телеграмма, которую от имени Красной Армии прислал Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Передайте трудящимся Якутской автономной Советской Социалистической Республики, собравшим средства на строительство танковой колонны «Советская Якутия», мой братский привет и благодарность Красной Армии. Чтобы нынешнее поколение помнило о том, как якутяне всем миром помогали в создании танковой колонны «Советская Якутия», Александр Калашников выпустил в 2009 году книгу. В нее вошли различные документы, телеграммы, архивные данные времен войны. Я бы, конечно, дальше бы работал, дополнил бы, да, вот это было интересно, да, дальше надо работать. Вот, поэтому я очень короткое время работал, надо, там много времени надо, сидеть надо месяцами там. Работать надо. Танковая колонна «Советская Якутия» была только началом. Жители республики помогли построить вторую танковую колонну, эскадрилью боевых самолетов «Советский полярник», санитарных самолетов «Медицинский работник». Были еще танки «Якутский школьник» и «Верхоянский охотник». Простые якутяне собрали почти 30 миллионов рублей. По тем временам, да и сейчас, это колоссальные деньги. Но бесценно то, что люди отдали все, чтобы помочь стране одержать великую победу. Александр Лысак, Василий Соловьев, НВК «Сахан», Якутск.